Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 28 декабря 2022 года, 21:00 по Берлину, 23 по Джахару. Друзья, приветствую вас. Сегодняшний стрим у нас пройдет на русском языке. Так, друзья, приветствую всех. Так, сейчас я поправлю. Стрим у нас проходит в TikTok и в YouTube, друзья. Так. Так, ассаламу алейкум, оповещение не видно, если не зайти на твой канал. Ва алейкум ассалам, нох-чинох. Да, такое происходит, очень часто происходит. Атаки продолжаются, постоянные, такие пакостники мелкие работают. Ну, что поделаешь, правду говорить в наше время очень сложно. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, и свобода слова одно из самых главных завоеваний человечества. Ну да ладно. Довели, ва алейкум ассалам, все будет Ичкерия. Дай бог, Довели. Обязательно все будет. Маш вовель, ури вовель, шаевол ночи вовель. Так, друзья. Ва алейкум салам, вайнах маш вовеля, машаллах. Так. Так, ва алейкум салам, зельмах. Так, чем больше лайков, тем больше зрителей, говорят. Привет, ноунейм. Так, Дайлмула, все будет Ичкерия. Дайлмула, все будет Ичкерия. Все будет супер, отлично просто. Так хорошо, как никогда не было будет. Обязательно. В этом нет ни малейшего. У нас сомнения, Дион. Так. Я вам хочу по традиции уже заведенной, хочу вам показать, зачитать, раз мы можем. Не могу показать и в ТикТок, поэтому вам зачитаю, не могу показать видео, где Генеральный штаб рассказывает о потерях оккупантов. Итак, за прошедшие сутки на 28 декабря уничтожено 505 русских оккупантов. Итого их стало 103 770 штук. 1 танк уничтожен, 13 боевых бронированных машин, 1 артиллерийская система уничтожена, 8 автомобильной техники и цистерн уничтожено. Как вы видите, танков, боевых бронированных машин, ну правда их 13 уничтожено, вертолетов и самолетов не уничтожено за сутки прошедшие, БПЛА, беспилотно-летательных аппаратов тоже ни одного не уничтожено, крылатых ракет тоже мы не наблюдали, но корабли, катера мы уже давно не наблюдали уничтоженные. Поэтому это говорит лишь о том, что русские их не применяют. Значит, или заканчиваются, или у них маловато их, да? Так, давайте дальше. О, Маша Аллах, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Дал хастам, что нашел твой эфир. Слава Украине. Вальдемар, героям слава. Так, Хамза, все, значит, у тебя волк на гербу, на это, Хамза, да, у тебя на аватарке наш флаг с гербом, да? Не перечеркнут у тебя волк там, я что-то не могу разглядеть. Она, так, и Нохчу. И вот с такой же фотографией аватарка и Нохчу. И Хамза, и Нохчу. Так, или же это совпадение, или же ты поменял имя. Месяц назад вы говорили, вы еще говорите про правду. Сашкарит. Так, вы сейчас заходите, обычно, если вы обратили внимание, в ТикТоке я не блокирую специально, чтобы можно было наблюдать разных там троллей всяких. Вы видите, в начале стрима всегда залетают, начинают оскорблять, отводить тему там и так далее. И потом
затихают они чуть попозже. Вот еще одна зашла, какая-то дама. Я и сейчас утверждаю, что Абдурахманов работает на российские спецслужбы и ими заслан. Так. Поехали дальше. Женевский борт. Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Добрый вечер. Юля, Асколи, Кенес Куда делась? Кенес Жуматаев. Ва алейкум салам. Хамзат. Ва алейкум салам. Мухаммад. Друзья, Ижери, всех я вас рад приветствовать. Флэш, добрый вечер. Салам алейкум, брат, давно стрима не было. Да, не было, Заур. Стрим я пару недель, даже больше не проводил стримы. Вот позавчера провел на чеченском языке, а теперь буду проводить регулярно. По крайней мере, постараюсь проводить регулярно. Я обычно заранее делаю уведомления, когда стрим проходит, потому что просто у меня бывает иногда непредвиденные обстоятельства. Да просто даже бывает элементарно какие-то разговоры ведешь по телефону с несколькими людьми одновременно, и бывает не оторваться от разговора, и часами приходится общаться. Так, Нохчи, ва алейкум салам. Да, Вальдемар, я и жил в Гамбурге, и до сих пор живу. Дигду Нохчи, дал Бухастам, Шумуду. Салам алейкум, сказал Стам, ва алейкум салам. Бюстик ёль, бюстик Нохчи. Так, Заура, тебе добра. Аслан, Машуэль, ва алейкум ассалам. Так. Вы общаетесь? Ой, ну вот заходит и задаетесь, ну как я могу общаться, Кейнес, о чем вы говорите? Нет, конечно, я не общаюсь. Асан, почему тебя так долго не было? Хадал Ал-Шуэль. Был очень важный проект, который, я думаю, только в следующем году мы завершим, и я занимался этим проектом. Очень важный проект. Поэтому был вот занят. Так, я вас раньше видел в YouTube, я тоже живу в Гамбурге. Очень приятно, Вальдемар, что вы живете в Гамбурге. Делитесь ссылкой, друзья, ставьте лайки. Делитесь ссылкой на наш стрим, друзья. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Напоминаю еще раз. Некоторые комментарии к трансляции скрыты для безопасности сообщества. Угу. Интересно. Я вроде все убрал, но почему-то мне сейчас вот пришло уведомление, что в ТикТоке некоторые сообщения, комментарии скрыты. Ну ладно. From the mountain. Алейкум салам, просто. Я тоже рад тебя видеть. Так. Куда подевался спонсор Ичкерии Нухаев? Кинг Артур, я не знаю, куда подевался Нухаев. Он мне не докладывает, да он. Я этого не знаю, да он. Добрый вечер из Бердянска. Добрый, Анджи. Агния. Добрый, витаю вас. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Вильфпес, Инкульта, Маршал Думасака, всем доброго вечера. Насчет, у тебя есть реальные сведения, или ты тоже работаешь на них, не в обиду хотелось? Ночи, конечно, есть. Неоднократно я это уже и доказывал, и представлял. Все я вам не говорил, потому что я его позвал на диалог, но до сих пор у него не хватает аргументов вести со мной дискуссию, понимаете. Несколько лет назад, я уже 3 года назад твержу, что он является агентом российских спецслужб, который сейчас переобулся. Сперва, когда об Ичкерии никто не говорил, когда я сюда приехал, об Ичкерии мало кто говорил. Да? Было несколько активистов, депутат парламента, и вот на этом все заканчивалось. 2 депутата было, которые занимались. Ну, есть люди, которые в Фейсбуке ведут, ну, чтобы в Ютубе вот такую деятельность вели, такого не наблюдалось. И про Ичкерию уже практически все забыли. И тогда вот тот человек, которого убили, потом он переобулся, или сперва переобулся, потом убили, якобы. Этот человек рассказывал, что все это кафирские, типа
христианские или как это, атеистические штучки, это демократия, Ичкерия и так далее, строим шариат, халифат, мы там братья-мусульмане и так далее, и так далее. Но в итоге сейчас переобулся. И это тоже подтверждает, между прочим, что этот человек на работе, что он не идеологически привержен был становлению, построению шариатской Чеченской Республики, а то, что этот человек выполнял определенную роль, работу он вел. И теперь вы сейчас увидите, все люди, которые строили шариат, вот публичные люди, да, мы все понимаем, что заниматься публичной деятельностью для чеченца, не только лично для него, для всей его семьи, это смертельная опасность. Мы это чеченцы знаем как никто другой, да, знаем ведь, да. С этим вопросов нет. Так вот, все, кто занимается публичной деятельностью и идет в разрез интересов чеченского государства, они работают на российские спецслужбы, либо являются агентами российских спецслужб, либо являются полезными идиотами, которых используют российские спецслужбы. Так вот, в основном все молчали. Теперь же вы видите, как все становятся демократами. Это говорит лишь о том, что никакими демократами они не являются, как и не являются они никакими шариатчиками. Они являются либо полезными идиотами, которых используют. И нельзя так поменять мировоззрение. Вот из-за того, что, например, ЦРУ переключилась с исламского радикализма на Китай, как мы видели информацию, да, что Украина признала Чеченскую Республику Ичкерия, а это значит, как минимум, Англия, Америка не против того, чтобы Украина признала, и в ближайшее время признает, и Америка признает, и Великобритания признает Чеченскую Республику Ичкерия независимым оккупированным государством, и геноцид, который над нами совершен, как это сделала Украина. Так вот, человек, который не понимает многого, это можно, полезный идиот его называют, да, такого человека, это можно понять. Этому человеку, если разъяснить, если человек искренен в своих намерениях, он поймет, что все, что он говорит касательно вот этих разных моментов, какое государство мы строим, куда мы идем, это может, он поймет и если ему объяснить, что он приносит вред. Объяснить. У некоторых людей просто не хватает знаний, чтобы понять, разобраться во всем. Плюс огромная, сильная, мощная дезинформация идет. Большая, мощная пропаганда, ложь, обман. Я много раз об этом говорил. Я работал адвокатом и могу сказать, что общался с преступниками, именно с уголовниками. Так вот, это святые люди по сравнению с политиками. Вот как-то так, да. Поэтому эти люди, которые вы видите, которые строили шариат и так далее, они по большей части, которые говорили об этом. Никто желает этого внутри себя, да, и потому что, я почему сказал про родственников, которых пытают, убивают, потому что люди, которые говорят об этом, их родственники пострадают просто-напросто. И он должен быть очень убежден в том, что он говорит и делает, если он готов идти до конца. Так вот, когда я говорил о демократии, мой канал в России запрещался, а каналы шариатчиков разрешались. Я делаю вывод, не запрещались. То есть Роскомнадзор мой канал решением своим запрещает, а шариатчиков, против которых они вроде бы воевали, убивали мусульман, не вроде бы по-настоящему убивали, но при всем при этом их каналы, вот этих людей каналы, потому что они, вот эти блогеры, про которых вы мне пишете, Ингулбаевы, Абдурахмановы, еще есть порядок таких товарищей, они не являются врагами России, а являются прямыми агентами России. Да. Вот как-то так, да, у них может быть проблема с Кадыровым, но не с Россией. Да, мы знаем, что вот как раз к этой теме я сегодня как раз затронул и хотел прийти. Для ясности, я позавчера говорил это на чеченском языке, я сегодня хочу поговорить на эту тему на русском языке. В 1991 году, когда мы объявили свою независимость, избрали себе президента, парламент,
Мы выбрали путь. В 1992 году, 12 марта, мы приняли Конституцию Чеченской Республики, демократическую, правовую, светскую Конституцию. И всех это устраивало. Потому что у руководства нашего государства были настоящие патриоты, которые не служили России и кому-либо другому. Они служили чеченскому народу, строили чеченское государство. Но беда в том, что до того, как пришли настоящие искренние патриоты, эти места, которые заняли наши патриоты революцией, выборами и так далее, были русские ставленники, советские ставленники. Условно назовем их завгаевцами, или завгаевщиной я это называю. Завгаев — это первый секретарь коммунистической партии, председатель Чечено-Ингушской советской автономной социалистической республики. Нет, автономной советской социалистической республики, ЧССР это называлось. Так вот, сейчас же произошло следующее. Чеченцы воевали, победили в Первой русско-чеченской войне, и нас поддерживал Запад. Соединенные Штаты, Великобритания нас в этом поддерживали. Помогали, правозащитники нам помогали, гуманитарной помощью нам помогали, информационно нам помогали. У нас была возможность говорить на радио «Свобода», на других площадках. Нас принимали, создавались разные комитеты, в том числе там «За мир в Чечне», американский комитет, куда входило десятки, там, если не больше, депутатов, конгрессменов, политиков, других журналистов, правозащитников, которые поддерживали Джохара Дудаева и чеченский народ, и чеченское государство. То есть против вот этой завгаевщины выступали на нашей стороне. И очень хороший пример этому можно увидеть, когда Яндарбиев встречается с Ельциным в Москве. Так вот, Ельцин хочет посадить Яндарбиева напротив Завгаева, а самому сесть во главе стола и как бы этот конфликт сделать чеченским. Именно этим занимался этот Абдурахманов, которого сейчас где-то пропал, и чеченизацией, то есть. И Яндарбиев отказался садиться напротив Завгаева, чтобы во главе сидел стола, во главе сидел Ельцин. Чтобы это не выглядело как чеченизация. И Ельцин ему в этом отказал. Он сказал, что не буду я садиться, Завгаев, садись напротив Завгаева, он ему сказал. На что Яндарбиев развернулся и сказал: мы покидаем. Мы покидаем. И обратился к Тиму Гульдеману, руководителю ОБСЕ, который гарантировал безопасность чеченской стороне на выборах, на переговорах, в которых они участвовали в Москве, в Кремле. И тогда Ельцин был вынужден пересесть, потому что Тим Гульдеман обратился, сказал: у нас договоренность, что вы пообщаетесь, и так далее, и так далее. Этот трюк Ельцина и Гибни не удался. И Ельцин пересел, и Яндарбиев, они пообщались. То есть, это очень ярко показывает, что Запад был на нашей стороне. Не в смысле он воевал за нас, он и кредиты России давал Запад и так далее, американцы в частности давали кредиты на поддержание экономики российской и так далее. Но при всем при этом Запад всячески нас поддерживал, всячески нам помогал. Не так, как сейчас он Украине помогает, близко этого не было, к сожалению, но помогал. И сейчас, вот по истечению определенного срока, возникает следующая ситуация. Когда мы победили в Первой русско-чеченской войне, нам предложили, русские как бы сказали, что они выплатят нам компенсацию, контрибуцию, да, раз они ушли, покинули там нашу страну, освободили нашу территорию, разрушили полностью, до основания республика находилась в руинах, особенно Грозный, столица Чеченской республики. И в итоге у нас начали появляться те люди, которые вчера зазывали эти войска
против Дудаева и свободных чеченцев, они оказались в правительстве. Один из этих людей Руслан Кутаев. И он не один такой был. Это делалось для того, чтобы избежать кровопролития, чтобы чеченцы, обозленные на вот этих предателей, не устраивали суды линча, ну и так далее, чтобы это все было в рамках. Плюс Россия обещала деньги, какие-то деньги она выделяла на восстановление. И в этом плане, мне кажется, стратегической ошибкой Аслана Масхадова было то, что он начал вообще с ними разговаривать. Ну, не в смысле разговаривать, а не стал искать друзей в Америке, куда он полетел, к большому сожалению. Ну, вот такие вот были моменты. Так вот, затем началась Вторая русско-чеченская война. Все мы знаем, русские взорвали, ФСБ взорвала своих же русских граждан, и после этого, обвинив в этом нас, убив 307 русских только от взрывов домов. Были еще другие теракты, проводимые ФСБ или людьми, которых они использовали. Русские, вот эти, я их называю кристальными клопами, Завгаевщину, которая, их Дудаев называл клопами, когда он говорил, его спросили про вот эту так называемую оппозицию, они представлялись оппозицией, как Пушилин там, да, в Донецке, ДНР, так называемом, и в ЛНР. Вот это нам предлагали, как тогда в начале войны предлагали Зеленскому сесть за стол переговоров с Пушилиным, точно так же чеченцам предлагали договариваться вот с этими, еще при жизни Дудаева, с Завгаевщиной. И Дудаев называл клопами. Я их называю кристальные клопы, кристально чистые клопы, потому что они всегда были за русских. И их даже можно называть русскими. Русские чечены их можно называть, потому что русские нас называют чеченами, и вот их можно называть даже русскими чеченами. Потому что они всегда были за Россию, за русских они были. Но Россия, как мы знаем, никогда не ценила предателей и вообще никого, ни своих, ни чужих, особенно чужих. И русские сделали ставку на тех, кто был вчера в рядах свободных чеченцев, которые сражались против России. Она сделала ставку на них. Они были удобны тем, что они на крючке, против них возбуждались дела уголовные, очень серьезные. И в итоге получилось так, что Завгаевщина осталась не удел. Завгаевщину, я говорю условно, мне вот пишет, мне кто-то сейчас тут писал, Евгений мне писал, да, что Завгаев уже на пенсии и так далее. Да, Евгений, я условно беру Завгаева. Но есть целая группа лиц, которая тогда была вокруг Завгаева. Плюс Завгаев, как ты правильно сказал, уже на пенсии, или он не на пенсии, где-то там в Танзании, по-моему, он послом подрабатывает. У них собралась целая группа. Молодежь выросла, дети выросли, там занимают разные посты. Но в Чеченской республике Ичкерия русские сделали ставку на предателей, которые были в наших рядах. Они были на крючке и были, в отличие от вот этих Завгаевщины, они были решительные парни. При всем при том, что они перешли на сторону русских, нужно отдать должное, что эти люди воевали против. И в первую войну воевали против России, некоторые из них. И во вторую некоторые принимали участие. Ну или, по крайней мере, делали вид, что воюют и принимают участие. В отличие от завгаевцев. И получилось так, что русские решили воспользоваться услугами вот этих предателей, перебежчиков, которые вчера были за нас. И ставку сделали на Кадырова. На Кадырова Ахмада, на папу Рамзана. И потом уже после смерти Ахмада на Рамзана. И вот этот Рамзан, он зачистил это все поле. У Завгаевщины были свои военные, Завгаевщины, которые поддерживали вот эту завгаевскую сторону. Это так, ГРУ, Саидмагомед Какиев такой есть. Этот Саидмагомед Какиев, очень много, считается одним, не самым, но одним из самых кровавых палачей чеченского народа. Они перерезали горло
чеченским бойцам, всем, кто попадал им в плен, всем, кто гилаевские, как только они узнавали, что это гилаевские, им сразу же перерезали горло. Именно так они казнили, как эти киевские вот эти боевики российские казнили вот таким образом чеченцев. И Кадыров, когда пришел к власти, он подвинул всех этих Завгаевых. Даже вот этого Саидмагомеда Какиева он заткнул, не знаю почему, но сейчас его не слышно, не видно. Убивал Завгаевских, отжимал у них посты, денежные, хлебные места. Ну и вот такая вот ситуация была. И в это время, когда шла война, когда чеченское сопротивление находилась в тяжелом положении, Завгаевщина, они чаще всего дислоцировались на Теречном районе, они начали выходить на контакты с нашими бойцами сопротивления, чеченской армией, чеченским руководством, для объединения против кадыровцев. Понимаете, да? Но наши бойцы сопротивления не соглашались идти с ними на контакт, так как зачинщиками этой войны является именно Завгаевщина. Туда входит Автурханов, туда входит Хаджиев, туда входит Хасбулатов, туда входит Гантемиров, ну и еще разные там товарищи, которых я даже фамилии не знаю, есть очень много там людей. И вот сейчас я замечаю, что Завгаевщина, условно, это все условное обозначение, так как он у них был главным, Завгаевщина начинает сейчас пытаться вот в это время, когда происходит изменение, вероятно, еще пока ничего не произошло, вероятно произойдет изменение в структуре российского государства, есть вероятность, что эти завгаевцы, Завгаевщина, захочет захватить власть в Чеченской республике Ичкерия. Кто из них больше вреда нанес чеченцам, я оставляю на суд чеченцев, Завгаевщина или Кадыровщина, но факт остается фактом. Обе эти группы являются прорусскими. И те нанесли урон чеченцам, и те нанесли урон чеченцам. Но я проводил голосование у себя специально на канале, если вы видели, около 200 человек, 193, по-моему, или 5 человек приняло участие в этом. И в этом моем голосовании, опросе, который я предложил своим зрителям, подписчикам, я предложил, стоит ли чеченцам вот эту ситуацию, я кратко там изложил, но которую вам я только что рассказал. И я предложил чеченцам ответить на вопрос, стоит ли нам объединяться с Завгаевщиной против Кадыровщины, стоит ли нам объединяться против с Кадыровщиной против Завгаевщиной, или же третий вариант, и Кадыровщина, и Завгаевщина должны ответить перед чеченским судом. 91% ответили, что они за то, чтобы и Завгаевщина, и Кадыровщина предстала перед чеченским судом. 8% проголосовали за то, чтобы объединиться с Завгаевщиной, то есть россиянами, против других россиян, и 1% с кадыровцами против Завгаевщины. Грубо говоря, 2 человека были за кадыровцев, и сколько? 16 человек, 8%, 16 человек было за то, чтобы объединяться с Завгаевщиной. Остальные 91% проголосовали за то, чтобы... Я хочу сказать, что чеченцы еще не забыли, что и Завгаевщина, и Кадыровщина это та часть общества, которая нанесла нам вред. И вот сейчас я наблюдаю следующую картину. Запад, Америка, Англия не обращает внимания, либо поддерживает. Да,
им, наверное, без разницы, с кем иметь дело. Главное, чтобы можно было как-то этот процесс контролировать. И я сейчас вижу объединение некоторых якобы ичкерийцев, которые на словах там и говорят, что они ичкерийцы, долгое время представлялись, там где-то там, может, работали даже в ичкерийских структурах. Ну, никакой главной скрипки, конечно же, не играли, никаких решений эти люди не принимали никогда, но они, ну, как и я, и все остальные, были ичкерийцами. И сейчас, ну, по крайней мере, говорили, что они ичкерийцы, может, даже и были по-настоящему, потом просто передумали. И сейчас я вижу такую тенденцию. Эти ичкерийцы объединяются Завгаевщиной против Кадыровщины. И нам, чеченцам, нужно разобраться. Я думаю, если мы сможем правильно донести, в первую очередь, до американцев, что для нас это является, ну, равносильно тому, что, ну, нас предают, можно сказать, очередной раз, так как мы рассчитывали, что нам Запад поможет. Запад, к сожалению, ну, если исходить из событий, которые тогда проистекали, обменял нас на Косово. Я пытался связываться с президентом Ахтисари, бывшим президентом Финляндии, Мартином Ахтисари. Ну, так он со мной не вышел на связь. Там корона, там он уже глубокий в возрасте человек, глубокой старости уже, там, по-моему, за 80 лет ему. И именно он, Ахтисари, занимался вопросом Косово. И мне было интересно узнать, какие, ну, хотел узнать кое-какие детали, но так у меня не получилось. Я переписывался с его секретарем, но вот с ним не пообщался. Так вот, фактически нас обменяли на Косово, я считаю, да, на Югославию. На то, чтобы заниматься вопросом Югославии. Раз мы говорим про то, что сделали по отношению к нам Америка и Великобритания, то нужно сказать и про себя тоже. Мы тоже вели себя, ну, скажем так, вот сейчас наблюдая, как вел президент Масхадов, да, Лазвот Обалдуэльцин, можно сказать, что, ну, мы вели себя неправильно. Нужно было сразу подавать в суд, учреждать трибунал над преступниками российскими и договариваться с Америкой. Вот как-то так это нужно было сделать. Но случилось то, что случилось, и поэтому сейчас я на русском языке веду этот стрим, чтобы если американцы или англичане меня услышат, они обратили на эту проблему, которая для меня очень, для 91% чеченцев имеет очень большое значение. Оно имеет для нас принципиально важное значение, для нас это имеет. Поэтому вот нам нужно разобраться с этим вопросом и двигаться дальше. Говорите ваше мнение, друзья, я его буду зачитывать и давайте будем обсуждать. Так, перейдем сперва к комментариям в YouTube. Динт я баштхуш бушун вайвежери суни политический ислам даг мелдох. Так, Ибраим. Салам из Украины. Слава Украине, Аллах, Казахстан, Ичкерия будет свобода. Мария Тринчук. Героям слава. Салам. Салам, Мария. Как личность Халитова, я не знаю, но политика это его пропасть. Чечня, Россия. Так, салам всем свободным. Салам, Эд. Сегодня как раз я вспоминал и хотел набрать, но меня отвлекли опять. Как дела? Наберу потом. Так, Ибрагим Никархо. Хазбулатов уже брату, Завгая уйти. Да, Хазбулатов, все они становятся братьями, объединяются на вот этой позиции. Поэтому мы должны людям разъяснить, мы должны понимать, что люди, которые были всегда за Россию, всегда просто, они сейчас под видом, а для чего нужны им ичкерийцы, то есть это 91% нас, то есть свободных чеченцев, разные там есть. Для чего они нужны? Особенно им нужны люди, которых можно очень легко одурачить. Очень полезные идиоты им нужны, по факту.
Им они нужны для того, чтобы свергнуть Кадырова, чтобы при помощи тех же братьев-мусульман, да, которых здесь огромное количество, пропаганда нам вдолбила это, и эти люди нужны для того, чтобы их использовать против Кадырова. Кадыров же в свою очередь пытается, уже давно пытается, как и Завгаевщина, так и Кадыровщина, пытаются в свою сторону перетянуть людей. У Кадырова, у Ахмада еще Кадырова, это получалось намного лучше, чем у Завгаевщины, потому что Кадыров вроде бы был там при Масхадове муфтием там и так далее, и еще шли усиленные боевые действия, геноцид чеченского народа, и это тоже способствовало тому, чтобы люди переходили на сторону Кадырова. То есть свободные чеченцы переходили на сторону Кадырова. К Завгаевщине не очень сильно подкрались. Но сейчас у Кадыровщины, которую Запад, между прочим, чествовал, принимал, и мы знаем, что люди, называющие себя представителями Кадырова, здесь в Германии жили, его дочь там открывала какие-то там дома мод, проводила какие-то там выставки или как это называется, демонстрации одежды в Париже, ну и так далее, и так далее. Там они приезжали туда лечиться, и они здесь скупали недвижимость, вкладывались в бизнес, у них здесь до сих пор все это, наверное, имеется. Сейчас, правда, их подприжали, и если у вас есть информация, если вы подойдете любому полицейскому об этом скажете, то Кадыровщины здесь запаха не останется. Что не скажешь о Завгаевщине, которая, ну, не замешана в тех страшных преступлениях, не замечена, замешана, но не замечена западными политиками или западными журналистами, не замечена, хотя замешана. Все вот это кровопролитие, это на руках Завгаева, вот первая русско-чеченская война, кровь чеченцев на руках Завгаева, Хасбулатова, Гантемирова, Алтурханова, Хаджиева и других товарищей, которых чеченцы многие знают, особенно кто постарше. Вот эти люди в этом направлении двигаются. Мы должны это понять, друзья, разъяснить и не дать себя использовать. И вот так называемые ваххабиты, салафиты, они должны тоже понять. Правда, им рассказали, что я их враг там и так далее. И многие просто избегают даже слушать, смотреть меня, потому что вдруг там они выйдут из ислама. И им приятно слушать красивые сказки, которые им врут разные их проповедники, которые им рассказывают сказки. Им проще в это верить. Да? Вот, например, тот же Абдурахманов, который им сказки рассказывал, сейчас стал демократом. Сейчас, наверное, некоторые поймут, что к чему, что происходит. Да? Поэтому ситуация вот такая. Вот такая. Не надо дать, нельзя дать нам использовать нашу чеченскую молодежь. Салафиты они, ваххабиты они. Знаете, вы будете обмануты и будете, погибать будете, страдать будете. И Чильшем Хирютига, еще же, это же чеченский вариант здесь, если это останется каждому, кто это совершит. Да? А Завгаевщина с некоторыми представляющими себя ичкерийцами захватят власть. И вот к чему они пытаются прийти. Так, давайте я почитаю немножко комментарий из ТикТока. Надежда только на Всевышнего. Совершенно верно. Надежда на Всевышнего и на самого себя. Всевышний, если ты ничего не делаешь, за тебя ничего делать не будет. Поэтому мы все должны делать сами. А сказать, пока придет Махди, пока там надеемся на Бога и дома ничего не делать, то это все. Это беда. Ничего не произойдет, если ничего не делать. Саакашвили был человеком Америки. Что с ним сейчас, смотрите, делается?
Саакашвили, ну я не знаю, Америки он человек или нет, но человек сам добровольно пошел в Грузию, и мне кажется, это была его ошибка. Так, Эмин, не поможет тебе твоя Америка, говорит Алекс. Поможет мне Америка, понимаешь? Именно чтобы она мне помогла, я и разъясняю это все. Потому что американцы не знают всех вот этих тонкостей чеченской политиканства. Политикой назвать это не очень хочется. Политиканство. Поэтому я занимаюсь именно этим. Я буду, поможет мне Америка или не поможет, я буду заниматься тем, чем я занимаюсь. То есть бороться за права чеченского народа. И для того, чтобы привлечь русских оккупантов и их приспешников уголовной ответственности за страшные преступления, которые они совершили. Я занимаюсь информационным разъяснением вот всего этого. Поэтому поможет она или мне нет, моя Америка, один Бог знает. Но то, что только она может помочь, вот в этом я не сомневаюсь. Поэтому я веду этот стрим сегодня именно на русском языке и именно написал с таким названием «Запад», чтобы они обратили внимание на мой стрим. Я надеюсь, они обратят внимание и задумаются о нашей боли, о нашей проблеме, которая есть. Если Запад, Америка хочет видеть нас союзниками, настоящими союзниками, которые будут верны слову своему до конца. Вот в таком случае вот этот момент им придется рассмотреть. В противном случае, если они сделают ставку, как сделали ставку русские на предателей, сделают ставку на Завгаевщину, американцы или англичане, то они получат такого же себя Кадырова. То есть ненадежного, коррумпированного, нечестного. Ну и если это будет Завгаевщина, то она просто вернет Чеченскую республику снова в состав России. И интересы ни Америки, ни Англии не будут соблюдаться. И это простая мысль, которую, я думаю, и в Англии, и в Америке должны понимать. Только свободные чеченцы могут быть со свободной Америкой. Остальные будут за Россию. Как-то так. Не говори за всех чеченцев. Нет, я не говорю, Алекс, я же специально сказал. За 91% я говорю, которые проголосовали. За всех не говорю. Не знаю, к какому ты проценту относишься. 8% за Завгаевщину или 1% за Кадыровщину. Но я тебя не имел в виду. Так что успокойся. Вы бомбить, да, финансировать Мадин Царь 94 по сегодняшний день. Нет, Нохчи, это не так. Не так. Не финансировали, чтобы бомбили. Все совсем не так. Я это в прошлых своих стримах рассказывал. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Я думаю, что тебе, Аслан, нужно возглавить те ичкерийцы, которые против объединения с завгаевщиками. Хамза, я не буду возглавлять. Но если ты возглавишь, Хамза, искренне, честно, если ты будешь, я клянусь тебе, я стану рядом с тобой и буду делать все, что ты мне прикажешь. До конца, до своей смерти. Лично Германия финансировала Путина. Ночи. Да, Германия финансировала. Как вы видите, Германия очень трудно расставалась с газом российским. Это просто невероятно. Просто уже у них Бигфордов шнур уже на той пороховой бочке, которую русские под ним подложили, уже догорает, а немцы все равно говорят, нет, нет, мы с русскими должны договариваться. Это, конечно же, и то, что Штази работает очень активно еще с тех пор, агентура Штази осталась. Это говорит о том, что есть люди, которые хотят зарабатывать, а от русских получали дешевый газ, продавали машины, там еще много чего немецкое. И с этим это связано. Но ночи, смотри, нам никто, ни Германия, ни Америка, нам никто ничего не должен. Понимаешь, в мире так, вот в этом суровом мире все так. И мы с тобой никому не должны. Мы с тобой вообще никому ничего не должны. Понимаешь, мы с тобой вообще переживший геноцид народ. Нас нужно пожалеть, нам нужно помочь, нас нужно реабилитировать
Да? И психологически, и морально, и по-всякому. Но они тоже не должны никому ничего. И они делают свое дело. Мы знаем, что в 1945 году, когда русские зашли в Берлин, люди, которые и военные, и мирные граждане, все перебирались на Запад под оккупацию Америки и Англии, чтобы не попасть в руки русским. Что сделали русские, мы тоже все знаем. От 10 лет до 80 лет женщины подвергались просто страшному насилию. Это немцы это помнят, до сих пор это немцы помнят. Есть живые бабушки, которые наблюдали даже все эти процессы. И несмотря на это, они с ними торгуют. Вот такова она жизнь, такова эта политика. Проходит время, меняются системы, меняются власти. И Чечня, Чеченская республика, Ичкерия, мы играем не очень большую роль, скажем прямо, можно сказать, такую статистическую погрешности, да, близка к нулю наш вклад экономический, какой-нибудь там важный вклад, какой мы можем внести в мировую экономику, в мировую политическую систему, но он практически равен нулю. При всем при том, что мы малочисленны и так сильно сражались против нашей оккупации. Поэтому мы должны исходить из того, не что Германия финансировала. Мы все здесь живем, получаем здесь пособие, кто получает пособие. Здесь получаем лечение, образование и так далее, и так далее. Не только в Германии, во всей Европе. Мы это понимаем, получаем и имеем. И мы должны быть в этом плане благодарны. Никто не должен за нас воевать. И, к большому сожалению, так получилось, что нашим соседом оказалась фашистская Россия. К большому сожалению. И наша проблема в том, что мы не покоряемся никому. Даже такому страшному, кровавому, беспринципному, безнравственному, аморальному врагу, как Россия, фашистская Россия, русская армия. Даже им мы не покоряемся. И мы должны точно так же продолжать. Мы должны объединиться, мы должны собраться, ичкерийцы, и продолжать двигаться намеченным путем. И другого выбора у нас нет. Мы так будем действовать, да, Мула. Аслан, ты где был, когда были войны в Чечне? Ева? Ну, я раньше этого не говорил, Ева. Но тебе скажу, так как ты 77-го года, у тебя тут написано, ты моя ровесница. В первую войну я воевал. Я об этом не говорил. Я принимал участие в боевых действиях. И потом меня мои родители отправили учиться в Санкт-Петербург. Просто чтобы вытащить меня из этой моей компании, в которой я поклялся на Коране. Мы поклялись на Коране. Мне было 17 лет, когда началась Первая русско-чеченская война. Мы поклялись на Коране. И до 95 октября месяца года 95 года я находился в Чеченской республике Ичкерия. Я не могу сказать, что я какой-то там боец, и мне вообще это стыдно это говорить, потому что, ну, как таковых боевых действий, то, что люди делали, да, это просто чудеса отваги, и чудеса вообще воинского мастерства и искусства. Поэтому я об этом просто не говорю, мне это не нужно. Затем я уехал в Санкт-Петербург и учился в Санкт-Петербурге до 3-го курса. На 3-м курсе меня отчислили из-за того, что я отказался сотрудничать с фашистскими спецслужбами России. Все, кто не отказался, нас было 10 чеченцев в начале, 9 парней и 1 девочка. 3 отчислили раньше, вот там 7 человек нас оставалось. Вот, по-моему, 5-6 предложили работать. Я отказался, меня отчислили. Все остальные продолжили учиться и сейчас очень себя неплохо чувствуют. Кто в Москве, кто в Питере, кто в Чеченской республике Ичкерия.
И вот где я был. Вот я был там, где были все. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Так. Нет, ночи. Здесь у меня на канале запрещен антиамериканизм, антиукраинизм, антисемитизм и так далее. Ты не владеешь информацией, если ты сейчас все переваливаешь на евреев. Поэтому я попрошу тебя, чтобы я тебя не забанил, оставить евреев в покое, потому что, как и чеченцы, они пострадавшие на самом деле. Единственное, у них получилось создать свое государство, мы пока идем к этому. Вот только лишь разница. Про них тоже очень много мифов и сказок, которые та же КГБ и распространяет. У меня нет такого, Хамза, у меня нет, Аслан, такого авторитета, как у тебя. Аслан, и знания я воевал и не хочу умереть, не увидев Ичкерию. Дал мула, Хамза, ты увидишь ее. Дал мула, дал мула. ويدوك تيشلق حمزة حونا وين مسانا قريوال دال سي دويلا دال شي دويلا عمل هيك دوقه дал мула дюсер мадачунар ишт. Но будем работать, Дюм, будем работать. Так, понял, Сан, ты к тому, что докку на пенсии, но дело его живет и по ходу финансируется. Да, именно так, Евгений. Евгений, я именно это имел в виду. Финансируется той же самой КГБ, ФСК, ФСБ, да. Иншалла, дал мула, все будет ичке, дал мула, война. Так. Дал Юзель Фрейя, Асламбек, Машдовольшу. Третий вариант, конечно. Так, это речь идет о том, о Завгаевщине и Кадыровщине, я так понимаю. Так, хороший и интересный комментарий пишет. Вот я его увидел и вот пропал. Анархист пишет. Запад ни одну сторону Нахчуа не поддерживает. Некого пока поддерживать. Деловой Нахчуа еще не проявился. А то, что всплыло, это пока мусор и Д и многоточие. Ну, будем надеяться, что ты прав, анархист. Просто я на всякий случай предупреждаю. Я тоже не думаю, что вот сейчас их так поддержали. Но я должен разъяснить, раз я взял эту неблагодарную работу на себя, а мне уже терять нечего, как известно, я должен это разъяснить и нашей молодежи, и украинцам, и, конечно же, американцам. Вот для этого я это сегодня говорю на русском языке. Ну, вообще, я это делаю на русском языке, чтобы понимали не только чеченцы. Так, Ибрагим Никархов. Вербовщик Близов все еще тут. Близов уже стал, Ибрагим, демократом. Сейчас все становятся демократами. Сейчас все становятся демократами. И, Ибрагим, ты поймешь, что ты не демократ был. Хотя тебя вчера выводили из ислама. И меня тоже. За то, что мы с тобой демократы. Теперь уже демократия, это уже нормально. Демократия всегда была, начинается говорить. Понимаете, друзья? Я целитер, да, сдоху. Ну, давайте дальше. Мартин Борман. Завгаю бюху мюк шунбадер диза. Много что мне про него и про его окружение рассказали. Когда с Москвы приезжали партийные боссы, раски, нохчиц, мягкари, раски, уж дельхумш. Да, Мартин Борман из Кадырова алил дом, Саши Куйоч. И тялили на сотишу на бочину. Аслан, дай мне на сегодня модера. На сегодня, Ури, договорились? Вайши Воузма Вайзня Асхайдал Юкар, Хазахьеч. Ты мой один из самых верных моих зрителей. Мои блоги, мои эти модераторы так не модерируют, как ты здесь бываешь. Поэтому
Хайбол Хаби. Положа руку на сердце, кого видеть на посту президента Чеченской Республики? Ичкерия, наверное, вы имеете в виду. А не просто какой-то там Чечни. Я не знаю, кого выберет его величество господин народ. Я не знаю, кого там выберет чеченский народ. Это не важно, если честно. Главное, чтобы он был не под русским. Салам и шалом всем вам. Надо учесть все ошибки 90-х годов при Ичкере и впредь не совершать их. Только знания выведут в свет чеченский народ. Шалом, Исаак, приветствую тебя. Да, именно так. Именно так. Так. Бунчур эр мавал Аслан. Бунчур эр мавал. Так, пойдемте дальше. Я тебя вроде сделал модератором, нет? Вот, сделал. Ури, ты модератор. Почему ты у меня не светишься, как Чечня, не Россия, вот другим цветом? Пользуясь случаем, салам Шмакову передает Ибрагим Никархо. Кстати, мне эти Абдурахмановы пишут там, один из них пишет там разные оскорбления в Фейсбуке под левым ником. Я, конечно, знаю, что это младшая сестра его пишет. Так вот, я вам публично говорю, кто вы, а вы мне из-под тишка под другими никами пишете. Ну, будьте мужчинами, елки-палки. Когда-нибудь хотя бы станьте мужчинами. Скажите прямо, да? Так, поможет Америка развеять в пух и прах фашистскую, свиночурковскую Московию, иншаллах, говорит Бор. Да, мула. Та оппозиция, Завгай, Автурхан и другие, в большей части грамотные люди, но абсолютно встроенные в российскую матрицу. Кора и окружение в сравнении с ним шпана с тремя классами. Евгений, к сожалению, ты повторил мои слова, которые я буквально недавно в общении с товарищами сказал. Да, именно так. Они грамотные, они имеют хорошие позиции в КГБ, в разных структурах российских. И имеют, может быть, не как у Кадырова, но не намного меньше, чем у Кадырова, финансовую, материальную сторону вопроса. Поэтому, да, это очень серьезный противник. Мы долго с ним боролись. Но когда перестанет существовать фашистская Россия, банда ФСБ, я думаю, у нас все получится, Дион. Они ничего не смогут сделать, как в прошлый раз. Как не смогли сделать, так же они и сейчас не смогут. И у нас все получится. Эдмомеда, вода камень режет. Аслан, ты бьешь и бей в эту точку, и все получится. Да, мула, да, мула. Дуже дякую за поддержку, да. Ури, ты не здороваешься со мной? Разбогател ты, наверное, говорит Исаак Урию. Ури сегодня модератор был, считается. Так. Аслан, он в итоге Германия распрощалась с российским газом. Да, практически распрощалась, Заур. Практически, да, все уже. И уже переместилась. Я же сегодня выкладывал, что наша прекрасная министр иностранных дел Анна Лена Бербок сказала. Мы должны четко осознать, она сказала, с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но давайте не будем питать иллюзий. Мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе. Господи, благослови Германию и Анну Лену Бербок. Вот что происходит с Германией. Осталось зачистить российскую агентуру и все, и заживем. Какая маленькую роль мы не играли на мировой арене политики, самое главное, необходимо выдвигать интересы Ичкерии и громко заявлять о себе. Абсолютно, Махазни, абсолютно с тобой согласен. Маленькая или большая, но то, что мы известны на весь мир, говорит очень-очень о многом.
И это большой плюс. И наша нация, она сама по себе очень способная, конкурентоспособная нация. Поэтому у нас все получится. Мы должны добиваться, несмотря ни на что. Аслан, еще в 1944 году немцы стали депортировать население с Восточной Пруссии на запад, а потом в 1950-1958 году 1 миллион немцев перебралось из Восточной Германии в Западную. Потом в 1961 году Берлинская стена. Да, Заур, да, именно так. Вот, именно так. Талибы из Афганистана ругались с Кадыровым. Ну, не знаю, с Кадыровым ругались они или нет, но я смотрел список, опубликованный русскими, кто является их дружественной страной, а кто нет. Так вот, Афганистан, они написали дружественная страна. Так, я знал родственницу Заугаева. У нее по отцу 80% все были кумыки и все говорят на чеченском языке прекрасно. Так, Аслан, я написал черновую концепцию развития новой Чечении. Мы должны сперва собрать в новой Чечении все чеченские мозги и раскинуты по всему миру. У нас есть они. Исаак, очень интересно. Давайте почитаем твою концепцию. Ты можешь ее прислать мне? С удовольствием ее почитаю. Дейрейс хулиль твоим родителям, что тебя отправили учиться, что таким образом сохранили тебя для самой важной борьбы на данный момент. Самое главное, на канале Аслана запрещен античеченизм. Абсолютно, абсолютно точно. Боже, благослови Америку. Дякуємо, дядя Джо, за патріот. З Грею, вітаю вас. Так. Аслан, дай интервью Дмитрию Гордону. Но Дмитрий Гордон не возьмет, у меня с ним натянутые отношения. Так, Фрея, Исаак, Адам Грузинский. Серьезно? Что ты имеешь в виду? Кто Адам Грузинский, скажи мне, Фрея? Больше 100 тысяч собак слухают концерт Кобзона, с Грей. Да, отправились на концерт, Леон. Так, леди, спасибо вам, наши женщины, это воины за правду. Аслан, Лорс, Машволь, Аслан. Аслан, тебя тут несколько представительниц прекрасной половины человечества постоянно поддерживают на канале. Сделаешь их модераторшами, будешь как Каддафи с женщинами-телохранителями. Ну, нет необходимости пока. Но так, да, меня поддерживают. И не все на канале есть, и не только Бош, да? Аслан, эфире дуйбац, энвуйхо, оранц, нисон, тет. Оранта, дер, цена маусо, эйс дюч до луман, да, мула дуйба, кича мау, любой уман, да, эйс дючун, да, свободный дючуа. Спасибо за подарки всем, кто мне присылает подарки, друзья. Ночи, но as bi'arts adui oran yuhaderson insem dichu adu muetson. No ishtamu ba'al jdu bu arbatsas. وحقويج سويكتلي وانتوي حيث خاطر دي هردو وجدو آلي تعدوي أسبوع شلش حوت انو آلي عدوي بقى دقر عسوي خوش دو آلي as deel tjau jokon as doei mo as du lelestek as en bi en doei se if i ja bi en so het hanna spetslur scho khudri ant abo be shwat al gask shem biashel jam se hajo war erson se ent ja khitli ja khiter derso gask shen ti is bo biashel هذا نوع قومن ده حلش تراس في دقو روسيا 10 رجع القونري بوك انتي بو شوي بولا بيش أصلا نوع قومن ده حل راسخ بوبر بوغن так что та проблема солнце иштам а так что минута что чувал дуйба альш это будет не очень верно борзио саваш дерезол хоион борсаваш Аслан, салам алейкум, брат. Ва алейкум салам, Салман. Оказывается, Николас Кейдж ночью махилля те в личку основами лохон.
Та проблема, hayat номер, hayat, soyut связи, верон, стрим, дамояля. Мани жуап делера. Так, Allah рейс хулион, аслан, дик жуап де дерез, масарна. Мы мудры у антитеррора, говорит. О, отлично, Фрея. Отлично, нашлось. А вот теперь, Ури, ты подсвечивайся другим цветом уже. Так, каждый чеченец президент. Ну, процентов 20 точно. У нас даже девушки есть достойные. Бог Ибраимс. Аслан, твое мнение про чеченцев, воюющих за Украину. Чеченцы, воюющие за Украину, это... Ну, там есть разные люди, но я считаю, что чеченцы, кто имеет опыт войны, кто специалист в этом деле, те должны всячески помогать. Вообще, я считаю, что все чеченцы должны помогать Украине. Все, до единого. Там, и женщины, и дети, и все мы. Это наша война. Но принимать участие в войне, приезжать туда, сейчас необходимости, там, нехватки солдат нет никакой. Можно приехать и там тренироваться, там, пострелять, там, и не принимать. Война сейчас идет технологиями. И украинцев, у них и мобилизации, и солдат хватает. Не хватает у них профессионалов, потому что украинцы не воевали, в отличие от русских, все эти годы. Хотя там принимали некоторые участие в Афганистане, в операции, там где-то в Ираке принимали украинцы, но это вообще мизер. Я за то, чтобы чеченцы, настоящие профессионалы своего дела, всячески принимали участие, вносили вклад свой. И так это и было в самом начале. Потом просто появились некоторые товарищи, представляющие себя, говорящие от народа, чеченского народа, которые начали созывать какие-то батальоны, создавать какое-то вот это все создавать. Я понимаю, что это делается не для Украины, это делается для себя, что вот усиливаются таким образом, они пытаются усилиться. Но эти люди и у себя в стране не воевали. А сейчас они какие-то батальоны, там, дивизии, там что-то еще создают. Ну, это все, я с этим не согласен. Чеченцы должны финансово, информационно, всячески помогать. Лечить, перевозить, помогать. Все делать мы должны. Но воевать должны те, кто воюет, как в исламе. Сперва воюет тот, кто у себя, потом, когда уже они не справляются, приходят соседи, потом, если не справляются, дальние соседи, и вот так все это продолжается. Вот как я это вижу. И если мне лично нужно будет поехать воевать, да, я не хочу воевать, прямо скажу, потому что я пересмотрел свое мировоззрение, я за то, чтобы не воевать. То, что я увидел в первую русско-чеченскую войну, мне это запомнилось на всю жизнь. Я знаю, что самое ужасное на земле это война. Если все ужасное собрать вместе, объединить, это и есть война. Особенно если она на твоей территории, где страдают твои женщины и дети. Вот как-то так я это вижу. Если мне скажут, официально мне, если Украина скажет, готов умереть, пойти и просто все сделать. Но за это мне нужно, чтобы моя страна была всячески Украиной поддержана. Так. Ночи, ты говоришь, что я говорю, что на Тумсо агент, а Тумсо говорит на меня агент, на Россию. Так вот, я это сказал миллион раз и позвал его. Давай я тебе докажу с фактами. Я тебе приведу и свидетелей, и свидетельства, и много чего еще тебе скажу. Но я не слышал, чтобы он меня называл. Я ни одного не знаю публичного человека, кто говорит, что я агент. За спиной они болтают. Даже вон Закаевщина про меня распускала слухи, что я агент. Лично Закаев эти слухи распускал. Но потом, когда мои друзья, мой друг его спросил, они сказали, что нет, он не агент. Мы проверили, он не агент. А вот этого Абдурахманова никогда я не слышал, что пускай он скажет, что я агент. У меня будет за что с него спросить, да? Нет, никогда он это. Никогда я не слышал от него, что я являюсь агентом. Но он, да, он агент.
И не только он. И не только он. Ассаламу алейкум, доброе время суток всем. Ва алейкум ассалам. Amir, heinz гуриончен эфира, инчен эфир шхиланаксан по Германии ноин. Чуца валая депортировать сова. Гурион, ичкери байрш. Инц масерга юшун ичкери байрш. Инц хава борз цамеги, хер цамеги, веш цамеги боч. Инаган итюльк шиттан, инц цааш як боч, инц лилшбу. Призываю всех чеченцев перейти на интеллектуальную войну с фашистской Российской Федерацией, говорит Эд Мамедов. Отличный просто призыв, Эд. Дуже дякую. То дараба, брат. وأصلا حيدوك دي خليلا دا دي كان زدوخوا أغويلا تا يوش تا دويبا حسن تين بلر شابرش حسن تيش ولر ليدي شابقة Так. Asi Adam грузинский шигуйцервар, есть дождь цаделяри и уйцервацель, так как там дождь дехкан, цацум хадиллан сусон. Цундела публичность дютильдат, но сун хашун эмилу адвитлаш волч. Я тоже не слышу, чтобы тебя кто-то называл агентом. Я лично верю всем сердцем, что ты чист. Дерес хуйлон, Хамза, дерес хуйлон. Дал мула. Ласкшан ты, ой болца беш, ой каш вурдукон. Цан ты болба дагденак, ой хирвац. Дал мула. Ой цир и вала ой хирвац. Асан хитаряхи гучуирвац. Да, скорее всего, войнахи гучуирвац. Скорее всего, цуна я депортирую, я чуллеру. Их редукцина. Он даже иракский агенту, он русский агент. Русских агентов здесь мочат. Не в прямом смысле убивают, а в смысле их вычищают Европу от этой агентуры. Так вот, Абдурахманов, другие товарищи, это есть агенты, которых будут потихонечку. Есть еще один товарищ, пока еще продолжающий вещать. Ну, посмотрим, посадят его или нет. Да. Так, давайте дальше. Так, не прошло и полгода, объявляют, что он жив, здоров, так значит, Аслав прав был. Некоторые даже извинялись передо мной. Нашлись такие мужчины, которые нашли в себе мужество извиниться, что были неправы. Но многие еще пока не извинились. Аслан да алшваль, дерес валь Тимур, массу дуэвэ да алш. والله شو دريقة تيش مخليت شو تعبرت خليت هو أدير درس Амир, да, мула, вайтиш ми душон. Все отлично. Салман, Аслан, я верю в вас. Салман, дуже дякую. Да, мула, Хамза, да, мула. Первый раз неудачный хилерцин спектакль. Да там, в войнах, там очень много, не только этот спектакль, это только что мы увидели, вы увидели. А на самом деле там и есть огромное количество информации про него, про его делишки и не только его. Поэтому, друзья, там все нормально. Я вам скажу просто одно. Западные спецслужбы работают супер профессионально. Просто. Они знают. И мне бы никто не дал бы вид на жительство, кстати. Вот мой паспорт. Ну, вид на жительство я еще не получил. Вот этот, я имею в виду, позитив политическое убежище. Если бы я работал бы на русских, как не дали ему? Хотя он врал, что ему дали. Аслан, ты имеешь в виду Тузик Абдурахман? Да, совершенно верно, Мустан. Абсолютно так, да. Тузик Тузикович, да. Да, вы правы, русские признали талибов дружественными. Да, да, именно так.
Так. Есть Дагестан, чеченский батальон, который за Украину воюет. Да, есть Заур, есть. Призываю всех чеченцев, так это уже читал. Друзья, я если что перемотаю, вы на меня сильно не злитесь. Я верю Аслану, группе демократы и конечно же, антитеррору. Остальные в сторону на большое расстояние. Да. Ясно, Дион. Ну, я могу сказать, что с антитеррором у меня нету ничего общего. Так, на всякий случай я вам говорю, друзья. Есть, конечно, ты разве не знаешь, так, Мелгази, это наша демократическая партия. Так, Аслан, у тебя есть гражданство Германии? Нет, у меня нет гражданства. У меня нет гражданства Германии. Так, Аслан Соудидо. Машуэль. Дидо, Машуэль. Дал беркет ее позитив. Дейресул дуккою и хаилам. Юшара гражданство, ведь его и дал мола. Хома хивелир. Дуккою хаил. Так, поэтому Польша не давала Тумсу политубежище. Да, Хамза. Польша посчитала, что он представляет угрозу национальной безопасности, как и Грузия посчитала. И Швеция даже после нападения, после того, как человек оказался в квартире, ему дали срок, и его сожительницы, которую он, как мы знаем, находилась с ним в квартире, посадили, ему в таком случае тоже не дали. Тоже не дали ему гражданство. Паспорт, вы его никто не видели, его шведский паспорт, который как у меня немецкий, который выдан, и вы не видели. Затем он получал через СБУ, через людей в Берлине, он там связывался как-то, что-то, и СБУ ему делала бумаги, что это какой-то или перебежчик из ДНР, ЛНР, или же, ну я понимаю, это как перебежчик из ДНР, ЛНР, который отказался от мобилизации, и Литва давала политическое убежище таким людям, она обещала дать. И вот СБУ, у меня на канале есть это видео, он общается с агентом СБУ, как утверждается в этом видео, я не знаю, агент или нет, но факт то, что он с Украины делает ему документы, и он в Литве должен был получить паспорт на другое имя, на цыгана, чтобы он был похож, что-то ему говорит, сделаем тебе паспорт, короче. Но и тоже там что-то не срослось у него, что-то, видимо, пустые ведра он встретил, когда уезжал из Чеченской Республики на задание. Здесь выдождал Кехталхердуцун. Так, пойдемте дальше, друзья, к вашим комментариям. Аслан, ты тут говорит, один брат хотел паспорт Литвы на имя цыгана достать. Да, Ибраим, как раз я об этом рассказал. Значит, Тузик врал, когда заявлял, что ему уже дали шведское ПМЖ. Конечно, врал. Он врет. Я вот в своей жизни, я с ним лично общался, такого лжеца вообще редко встречаю. Ну, я не даже, ну, наверное, как Путин. Профессиональная ложь такая, КГБшная ложь. То есть параллельная реальность. Всем салам алейкум. Алейкум салам хорзу. Так, опоздала. Не опаздывайте. Штраф вам. 2 лайка с вас, хорзу. Братья, ночь. Ассалам алейкум. Утром на работу у нас 3 часа ночи. Дай Аллах встретиться всем свободным демократическим чири летом. Берегите себя. Ва алейкум ассалам асколи. Спокойной ночи. Так. Да, Асланбек, здесь выдождал Кехтирца. Так. Аслан Дэвис. Ассалам алейкум, алейкум салам, Рабане. Аслан Дэвис и Дициндол, американский дрон, шкицакоч, тханен, да, давили. Алейкум салам, Рабане. Дела. Вейшиник хач, халый хач, мегариш. Вейшиник мадати и дронш. Я заметил много, которые даже не был дома, уезжал домой навсегда. Спасибо за подарки. Кто это мне тут? Тимур, ты отправил? Далса дуэль. Роза, Тимур. Далса дуэль. Дуйте иш.
Aslında yazı tak sotsakiyet rabane. Doğru, дуйтишь, doğru, дон, рабане, doğru, дон. Аслан, я заметил много, который даже не был дома, уезжал домой навсегда. Это очень странно. А что ты имеешь в виду, Мустан? Я не понял. Ты имеешь в виду те, кто долго живут в Европе, уехали в Чечню навсегда? Ты это имеешь в виду? Это очень странно. Сейчас все уезжают оттуда. Куза одну спящих ячеек шхаляшунец. А уйца гуцабо у нас много было спящих ячеек. Самые опасные это спящие ячейки. Они ведут обычный образ жизни, им здесь платят социал, они живут, занимаются там, тот криминалом даже некоторые не занимаются, чтобы не попадать в какие-нибудь нехорошие истории. Но когда нужно, они начинают и выполняют определенную работу, в том числе убийства, в том числе провокации и так далее, и так далее. Аслан, может, все на один дрон скинемся, Бо Асланбекс. Смотрите, наш вопрос, вообще чеченский вопрос, это вопрос, который нужно решать дипломатическим путем. Да, дроны туда полетят. У Кадырова, даже Кадырову до дронов не доживет, его свои же русские замочат. Вот его хозяева из ФСБ, они его замочат. Он слишком много владеет информацией. Поэтому первый, перед тем, как Путин сядет в тюрьму, будет скинут балласт. Балласт, один из них является Кадыров. Пригожин, Кадыров. Вот эти два человека и другие еще, их будет потихонечку скидывать. Уже на самом он ему доверяет, он понимает, Путин понимает, что без Кадырова у него дела будут не очень. И знает, что он ему верен. Ну, по крайней мере, пока. Поэтому он его до последнего будет беречь, а потом, конечно же, как балласт от него избавиться, чтобы протянуть немножко. Но, я надеюсь, Путина это не спасет, но Кадыров вопрос решен, я думаю, до дронов не доживет он. Эти люди только дааватами и джихадом говорили. Сумса омак ахиет бежнаш сан дой шляхчдол. Бадук и нохчива. Молодух. Надеюсь, наш будущий лидер не будет раздавать должностей своим родственникам. Это коррупция, Амир. Самая настоящая коррупция. Я готов отдать все свое имущество на покупку Хаймарса. Амзат. Да, Хаймарс дикумеюй. Хаймарс это круто дело. Неверующие не поймут, но тот, что сеть политических исламистов одновременно ушли из эфира, это какое-то знамение. Да, скорее всего, это Ибрагим Никархо, это, видимо, это знамение. Да. Они перерождаются, как видели, у нас в Грозном, помните, кто с Грозного знает, цикады такие были, да? Это они, как он называется, ну, как букашка такой, таракан такой большой, с клещами, он по деревьям лазит, ну, кто не знает, я рассказываю. И потом он ложится в спячку, и у него эта скорлупа с него слезает, и оттуда вылетает, ну, как бабочка такая тема, жужжит постоянно. Вот они, вот так сейчас, Ибрагим Никархо, сейчас они, исламисты, вот эти, политический ислам, который нам тут рассказывали, резко пропали, остался еще парочка тут, несколько еще осталось. Но вот эти, кто пропали, они сейчас переродятся и станут такими новыми демократами. Они вернутся с новыми силами. И будут настоящими. Не как ты, Ибрагим, а настоящими будут демократы. Не как мы с тобой. А вот ты поймешь, что ты не демократ был, Ибрагим. Так. Я готов дать так. Так, спасибо, Сергей Сергеевич, спасибо за подарки вам большое. Бог Аллах Адам Тинатель. Да, Адам Тин, да, Оэнах. Это же не просто так. Мы же просто так ничего не говорим. Просто некоторые люди, когда им говоришь правду, я с некоторыми людьми часами просто по телефону разговаривал. Просто я надеялся, что я могу убедить, объяснить. Ну, может, я не такой красноречивый, или люди слишком тупые попадались. Но не всех мне удавалось убедить.
ну, придется все-таки поверить. Мы не наговариваем никого. Я такой же чеченец, как и вы все. И мне жить в этой Чечне. Мне детей растить в этой Чечне. Я не могу невинных людей обвинять. Но если они работают на русских, мне плевать. Я буду говорить это. И мне кажется очень наивно и глупо считать, что я глупее того человека, который говорит, что я что-то придумываю на этих людей. Когда я публично под запись в прямом эфире оставляю на себя вот такие вещи. Я же знаю, что за это спрашивают и спросят. Но пока никто здесь даже не объявился. Сказать, ты назвал меня ФСБшником, как ты посмел, приведи свое доказательство. Потому что бездоказательно я ни на кого не говорил. Хотя у меня есть куча еще подозреваемых, по которым я веду свою деятельность. Я и мои товарищи. Мы ведем, мы наблюдаем. И чтобы сейчас не выкручивались, мы все прекрасно сечем. И демократами вам придется стать. Или же уехать к своим кураторам, да? Я имею в виду про агентуру, не про всех салафитов, ваххабистов и так далее. Аслан, Ашинкирна, Схавалал, все блогеры молчали, или вы все договорились очень заметно. Да я тоже, Мустан, обратил на это внимание. Когда я перестал общаться, выходить в эфир, я был занят немного, и я наблюдал все это время. Так вот, такая пауза наступила, все замолчали. И такое впечатление, что все ждали, пока я перестану говорить. Поэтому я вынужден теперь каждый день или через день проводить стримы. Так что, ребята... Так, Аслан, ты противник коррупции, поддержи нацию. Ночью я не знаю ни одного нормального человека, кто за коррупцию, если он думает о своем народе, о себе, о своем будущем своих детей. Никто не может. Коррупция это преступление, страшное преступление. Вы поймите все, народ устал от всего. Ночью ты так говоришь, как будто я не народ, или Ибрагим Никархон не народ. Или другие здесь не народ, которые чем-то занимаются. Мы тоже народ, но мы, в отличие от уставших, мы тоже устаем, но мы что-то пытаемся сделать. Вот и все. А что вот объединиться, с кем объединяться? С Завгаевщиной объединяться, с Закаевщиной объединяться, с этими агентами-блогерами объединяться. С другими со всеми я объединен. У меня с ними нет никаких разногласий. Если я где-то что-то кому-то неправильно сказал, я могу быстро разобраться с этим вопросом. Можно простить любой грех, любой, кроме предательства, кроме измены. Вот с этим я не согласен. А так, ошибки бывают. Лично я вообще не говорю. Лично это каждого дела личного. Он пускай так молится, пускай не молится, водку пьет. Это лично его дело. Но если ты перешел на сторону русских, то все, пожалуйста, выйди, если ты сожалеешь о том, что ты сделал, просто отойди в сторону и не баламуть дальше. Но если ты продолжаешь баламутить, извини тогда, я вынужден буду, и мои товарищи вынуждены будут принять меры в отношении таких людей. В рамках, конечно же, действующего законодательства. Вот мы ведем пока информационную войну. Как-то так. Аслан дал дик диха хадал эту бойлха ассаламу алейкум дал дикан зугойтилуй амин ва алейкум салам адиквел маш ойл хамза. Аллах дал иман барт эту бойлуй суэр вол ассаламу алейкум салам амир. Нет, я говорю, чтобы вы говорили истину между нацией, право голоса. Да я говорю, я же не могу за всех ночи говорить, чтобы они говорили истину. Я могу только за себя отвечать. Все, я говорю то, что я вижу, и все. И я такой же сын, как ты пишешь, я такой же сын Ичкерии. Все. Сом сагат деш ворч о вейларсун хекал делирк. Вейларсун хекал делирк. Аз дельч хирдари. Так, неверующий так.
Аслан, не думай, что Кара как-то приспустил парус в последнее время или чего-то ждет, опасается или по носу щелкнули. Евгений, да, он припустил, ну потому что успехов нет. Только что вот я читал, сейчас русские попали в котел в Украине, мочат по нарастающей русских оккупантов. Поэтому, ну, болтать-то он может, ну а смысл? Ну, угроз уже не боится, он сейчас что-нибудь там выпустит. Украинцы 100 роликов саркастических, 100 роликов снимают про него. И все, и нивелируется все, что он делает. Поэтому я думаю, пока он просто, ну, нечего просто сказать. Скоро они все заткнутся, да, Алмула. Что теперь с Ломиком? На него же петицию готовили, чтобы обратно отправили за его скандальное видео против чеченских демократов. А кто такой Ломик? Ломик, с Ломиком. В последнее время боюсь, что Лаптиногер не накажут в достаточной мере. Сохранят тюрьму народу. Столько слепцов, которые говорят, что это политика, так все мы люди, и русня тоже. Да, говорят, но я сомневаюсь, что так будет. Леди Бюздик. Так, Маршо. Хайоль Бюздик. Свиг Ацабара. Мадиви Антиш. Хиром, Вилпис Мадиви. Хамелеоны. Босланбекс, да. Вилпис Маршо. Коррупционеров Ичкерии не будет. За коррупцию будет пожизненный срок. Дал мула Хамзат. Дал мула. Надо приравнять коррупцию по тяжести к убийству. Я думаю, это... И знаете еще как делают некоторые страны? Если вы берете взятку на $100, ну, чтобы легче было, $1000, то вас штрафуют в 100 раз больше. То есть вы взяли на $1000 взятку, вы должны государству заплатить $100 000. Плюс лишение поста без ареста. Потому что, ну как такого, я условно говорю, по тяжести так приравнять к убийству. Но в любом случае это на первых порах должно быть. Просто уволили с работы, там 3-10, потом еще, и потом уже это должно очень сурово караться. Это должны делать наши депутаты, принять уголовный кодекс такой, утвердить его, чтобы коррупцию искоренить. Это очень большая проблема, но если мы ее не победим, мы никакое государство не построим. Так, Аслан, ходинах кич велари хокитервар. Да, наверное, их дух. Марина Исаева. Тумсо не полезно идет, а хорошо подготовленный и очень опасный персонаж. У него слишком подозрительно грамотная речь для человека со среднетехническим образованием. Да, его подготавливали. Он в 2013 году были съезд блогеров у Кадырова. Там был тот самый Шмаков, его начальник, там были еще другие люди, представители от Польши там были русские блогеры из России, и там было принято решение подготовить блогеров. И Абдурахманов был отправлен в Москву на 1,5 года на повышение, вот именно вот ораторскому искусству обучали, его подготавливали. И 1,5 года он провел в Москве, готовясь к этому. После этого он был направлен в Грузию. Вот с этим трюком, что на него там ислам его за бороду почесал и так далее, и так далее. Он из-за бороды все бросил, всю семью вывез, а тут стал демократом. Как же так? Как так? Елки-палки. Так. Он не опасный уже, да? Он занимался переводами, он очень хорошо. Он чеченскую речь переводил для русского ФСБ. Переводил чеченскую речь на русский язык. Прослушивали телефоны они. Так. Ичкерии взятку брать и также ее давать будет позор. Да, совершенно верно, Хамзат. Давать то же самое преступление. Как брать ее, так же и давать. Обоих должны наказывать. Но бывают случаи, когда ты не хочешь давать, но у тебя вымогают. Тебе говорят, вот я тебя сейчас посажу, заплати там $10 000.
все, и я тебя освобожу. И родственник, да, он заплатит. И в этом случае, если вымогается взятка, то в этом случае дающий взятку освобождается от ответственности. Но если сам он предлагает возьми, 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 то человек, которому должностное лицо, которому предлагают взятку, он должен сообщить об этом. И все, этот человек должен тоже в 10-кратном размере заплатить. Или даже в 100-кратном пускай платит. Поэтому без этого никак. Мы не построим. Все это ерунда полная. Если мы вот обратимся к коррупции, да, если мы ее не искореним, просто ерунда, а не государство будет. И тех жертв, за которую, ту цену, которую мы заплатили, она не оценивается ни в какие миллиарды, триллиарды, триллионы и так далее. Так, Масерайоль Бюздеол, что Масерайоль. Салам алейкум, как дела, Аслам? Можно вопрос? Ва алейкум салам. Как дела, это уже вопрос. Конечно, можно. Я ж для этого и сижу тут. Сколько наших онах из-за этих предателей убили в 2000 году при выходе из Грозного, сколько после. Да, ночью, да, именно так. Именно так. С Багдади должен быть тоже Барт. Да, с Багдади. Все должно быть в рамках международного права, имеется в виду насчет закона. Это легче, чтобы не ошибиться. Мировой опыт круче нашего. Ну, с учетом того, что его у нас практически нет, то, конечно же. А так это есть мировой опыт такой. Именно, ну, каждая страна может принимать, не противоречит нисколько, если оштрафовать. Одно дело, если за взятку казнить, как за убийство, то это, конечно же, противоречит. Но если за взятку оштрафовать нам в 100 раз, например, $1000 взял, $100 000 штраф тебе, на, дом продал, все, второй раз он уже не захочет. И самое главное, даже не суровость наказания. Самое главное в праве это неотвратимость наказания. Когда ты совершил преступление, вот 100% ты получишь. Почему кровная месть у нас вот она таким очень важным считается? Вот мы готовим своих детей, или там мать готовит, или отец готовит там сыновей для того, чтобы они кровную месть, так называемую кровную месть, восстановили справедливость, то есть наказали преступника за убийство. Почему это так у нас все строго? Именно потому, что это строго. Этот принцип неотвратимости, он нам гарантирует, что этих преступлений у нас очень мало. И эту черту было трудно перейти. Вот разные там мерзавцы покусились, мы же долго не хотели друг с другом убивать, воевать. Но Завгаевщина нас вынудила. Она нас убивала, подставляла, и в конце концов и к этому пришли. А потом уже откровенно нас начали просто через мясорубки пропускать. Поэтому важно, чтобы был сам принцип неотвратимости работал. Совершил, все, 100%. Брат, сват, кондрат, нету такого. Виноват, садись в тюрьму, плати штраф, все. Это делается, а то приходит там Согару, там, Собехти, Гергалу, Ишту. И тогда ты, получается, свое оставляй, пожалуйста. А государственное ты же не можешь простить. Да, если украли у тебя машину, пришли просить твои близкие родственники. И говорят, прости, ну прости ему, если ты хочешь простить, пожалуйста. Убили человека, пришли просить. Ну, считаешь нужным, прости. Это даже больше уважения заслуживает в исламе. Ну, а государственное это уже... Так нельзя делать. Ни в коем случае. Аслан, с 2000 года Дюн ВБ наш Сакуру варианте Сатисер Хаэтия Хона. Сатисер Муслан Цунадек Бадек Дич Цаха. Но и Вэй
Мака, если бы мы на своей территории были бы хозяевами в данный момент, на территории Грозного, под Грозным, в других местах есть массовые захоронения, куда русские массово собирали тела и массово хоронили. Ну и сжигали, уничтожали тела, всячески они пытались скрыть следы своих преступлений. Если, как мы только освободимся, мы обязательно будем искать, если сейчас они меня услышат и не будут их перехоранивать или там доставать. Некоторые говорят, что вот на месте, где вот это сердце Чечни, вот эта мечеть, там массовые захоронения есть. Некоторые говорят, где высотка, некоторые вот эти 4 высотки, где стоят. Некоторые говорят, что вот где место, парк вот этот, сердце, так называемое сердце Чечни, что там есть массовые захоронения. Много есть массовых захоронений. И мы должны будем, конечно же, все их найти. И пока мать жива, она всегда ждет своего сына. Всегда. И мы должны дать ей возможность попрощаться или приходить на могилу. Место должно быть. Обязательно. Это, конечно, это очень важный вопрос. Надо уметь прощать. Светлана, конечно, нужно уметь прощать. Это самое первое, чему учат. Конечно, и все религии этому учат. Единственная одна проблема. Прощать кого? Русских? Предателей? Извините, но это уже не касается прощать умение или неумение. Вот это как раз возвращаемся к принципу неотвратимости наказания. Понимаете? Не может быть так, что вы совершаете геноцид, убиваете 42 тысячи детей, 300 тысяч, в общем, граждан Чеченской Республики Ичкерия убиваете, и потом, ну ладно, было, ну случилось, ну ладно, прощаю тебя. Так не бывает. Так не бывает, так это не работает. В следующий раз, чтобы неповадно было, переходить на сторону врага, когда он тебя уничтожает массово, и врагу, чтобы было неповадно в следующий раз к нам полезть. Последних пару месяцев у нас тоже начали кошмарить коррупционеров. Посмотрим, дойдет ли дело до конкретных строков. Это в Украине, да, Хорзум, вы говорите? Да, я помню того поляка, депутата, который по РУС-ТВ выступал, а потом Тузика рекламировал. Кажется, это Томаш Масейчук был. Да, кстати, ты верно заметил, Вилпес. Астан, какая разница, ГРУ, ФСБ, от Иднис, Хильчане. Ах, точно. Наш брат пробился в ФСБ, да, так они говорят, Ибраим. Так, друзья. Мы уже более 1,5 часа. Ну, посидим еще, друзья. У меня время есть, желание тоже. Давно не общались. Так, если русский мужик орк, то кто его женщина? Вопрос с подвохом. Так. Всем привет. А как в Германии победили взяточничество? Или его там не было? Может, нужно менять отношение к так называемому стукачеству? Дався Киев. Ну, я не знаю, если честно, как в Германии победили взяточничество. Уверен, коррупция есть везде, и она будет и в Чеченской Республике, несмотря ни на что. Я надеюсь, она будет сведена близко к цифре к нулю, но не знаю я. Может, нужно менять отношение к так называемому стукачеству. Ну, да, стукачество это такой советский термин. Да, стукачество это совсем другое.
нужно, конечно, немцы сами по себе другие люди, на самом деле. Они не жили в Советском Союзе, даже если взять Восточную Германию и Западную Германию, Восточная Германия до сих пор еще не оклемалась, мне кажется, после вот советской оккупации. Люди, ну, американцы, англичане, английский суд считается, ну, одним из самых-самых в мире, куда все просто... Это многовековая репутация этого суда. Много что сделано в ущерб даже для того, чтобы придерживаться именно духу и букве закона в Британии. Поэтому я хотел бы видеть и наш чеченский суд таким же, чтобы все считали за честь судиться в нашем суде. Но нужно с садика, с детского садика нужно подготавливать детей к этому. Nis bu aslan niyetim прощения. Дал мула. Мустан. Aslan antiterrori gladioira še Kadyrov san jamaat sayish. To duk girmi hums duits ishtnash. Hun gulbah nevan hovizер ват. Пару минут я скажу на чеченском, друзья. Бадик дича сун су визари цавизари дат со нису антиреч хаво шусо дал мула. И цу юля шхена и телеграм чуа. Цер ешхена амел деша телеграм чу магу изважош антитеррор сюк эла. И вахабиш бали бойла типа вахабиш цене истёк решает. Ишдер вулушхена. Хинца динна массумна уже ну, фактически ше бусал вац прямо хамоволицу ишт идут чует. Цундела сун проблемят цун боквою шин лу агдит свобода слова dio. Ой конституция. Любой дин хила еще, дин дочь хила еще, лязинду. Любой имеет право человек исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Это его право. Но там собусал бу, а так поэморен дели рисалам олцон разбойник уи гардуи бошца. Даже шадела тишуаца сапаямарах тишуаца сюгбо лерамц со сюгер хум дала вац и солджима уис я сун тюнгарца дали сун тюнгарца дали киума даца лерам хилла сотиш матиши шатиш ваца шавек цатиш ваца сотиш вот не просто тиш сун выха дель все саму саму ваца переубедить. Тем более хит новый ум шадвершо саган ученые духом хушлали, можно было бы более внимательно отнестись. И что, ну, один лерам хильмо бизи ночи мадуевой вилкила биз, клитам хила биз. Ну, так-то, сундела антитеррор утервацию, цу шинек шехерджан. Так, давайте дальше. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Чирибе. Так, друзья, я перемотаю. Я здесь перемотаю, да. Хуна со до хуна тунам до алват но наган уйшу из я эла уя из соцакита обо мустан. Так. Основная коррупция прямо показывает уровень жизни в стране. Чем она богаче, тем ниже коррупция. И наоборот, действительно, зачем чиновнику брать чьи-то 2 копейки, если у него нормальная зарплата или льготы? Да, абсолютно так, конечно же.
Понятно, Вильпес. Мегарду. Цин бауюкес. Абсолютно цин бауюкес. Ши лук цин дейц бауюк. У нас, мы живем в свободном государстве, в свободной стране, и каждый имеет право высказывать свое мнение. Но я с этим не согласен просто. Во многих странах Европы коррупция очень немалая и особо в структурах есть, причем они абсолютно потеряли свои корни и берут у любого. Были бы хотя бы коррупционеры-патриоты и брали бы только у своих. Евгений, абсолютно верно, это фактически измена Родины получается. Если брать у русских, да, есть Европейский Союз, Европейский парламент, если брать деньги у русских и проводить какую-то линию, за которую вам заплатили, то фактически это измена Родины, это предательство интересов государства. Так. Ассаламу алейкум, ассалам. Угар халга реформ есть. И закон должен быть суровым, никакого кумовства. Ва алейкум ассалам, адаю. Да, диктатура закона должна быть. Закон должен быть для всех. От президента до рядового гражданина. Ну, это, конечно, иш царельчим, цуна пачал хряцар, иш царельчим эрендарали уалирича. Так, немцы не ставят со своей деревни мэра, а берут с другой, так как говорят, что им нужен порядок. Самбек, интересное наблюдение. Так. Сегодня смотрел, какой-то муслим приехал, высказывал свое, там говорилось о том, что закай легитимен по Конституции 2002 года. Почему кто-то из наших там в Европе не спросит у Цюн легитимность, кисагацахилар юк легитимность, и юк цюншайл легитимность, кисагацависан. Наксана, ой, президент, последний президентом Чеченской республики Ичкерия был Доку Умаров. У всех президентов есть свои вице-президенты. К сожалению, вице-президента убили, который был Межидов Абдал, фамилия не есть. Варк дагош, рыжий мажош, такой не усудает, олар цена теглаш. Вот Дока Умаров, как последний президент, преемственность власти Бошдыч, Дока Умаров не передавал Закаеву точно эту власть. Поэтому о преемственности Закаев может забыть. Он поднял, просто никого нету. Вот весь аргумент, который я слышу, ну больше же никого нету. Вся легитимность Закаева, больше никого нету. И легитимность. Все. Гаскшц, Шингуандабол, Ишайл Агентур, Гулелел, и я цари, я бы на многое закрыл глаза. Но так я не могу объединяться с... сам помню, когда ты говорил, что взрывы дома, что он поднялся, тема про имама Шамиля, что-то поднялась тема. Я помню, когда ты говорил про взрывы дома, что-то поднялся тема про имама Шамиля. Что ты имеешь в виду? Салам алейкум, салам. Ва алейкум салам. Бу бали науса эфир что хажа. Бу бал би оли чу олер. Может умный дукшу. Шейшин барган шей гуш долума что тиш дается от кибу бал бешхэж. Он не образованный сагу просто. Я цейр сагу. А если бу бали науса стрим что вал. Хажа шуаште он сега. Так. Не спросят этого Закая про Конституцию 92 года. Вот что ты имеешь в виду, Амзат. Не спросят. Феникс.
легитимен по 2002 год, Коран и Сунна был Докка, затем Мухаммад из Дагестана, ну и в итоге Лергдади из Шама. Нет, Мухаммад не был президентом. Там моменты, Ибраим, очень важные моменты. Докка самоотстранился от управления Ичкерией и возглавил Имарат Кавказ, организацию Имарат Кавказ. И вот после гибели Докки Мухаммад стал уже возглавлять Имарат Кавказ. Вот как это было. А вот я дюйцер дохлик от сумшдуй, телевон ты он, Ибраим. Hин наезде швац момента аспект духас бок хажа югу виц визаси я виц я сагу аси виц асо шарил хан суня изас иуич дер годе дица дугдица дуич аген ту баран вол шу ва хатсун халар ицано эрвалуха а грамотно эцэра уатсо сунам разница яц хотин цэцане эрвал вала цу цэцане шо шице ахун цэне шо цун халар ас цун бог его хаул аз дагойтон факт чиалеш видеош де свидетельш пригласить беш телефон да ту свидетель виста хулич а сумш дюцкшун цавохбес ишин дирду аси цадюцари сицэлц аси шин дирду хуш а цаволари связа цэцайохш да Сунам ца шукит гэрч ваца ха Европе ахил вала ваца разницяц соцэр вацон соцэр ваца мичао Россия о. Так, ладно, второй цатиш болчан шейн халду. Это сугубо ваше личное дело. Аслан, то, что он нелегитимен, в этом у меня нет сомнений. Но там сидят десятки чеченцев с сулем кунштихкан и слушают этот бред. Да, Амзат, да. И наша задача объяснить аккуратно, гылка, по-человечески, донести до людей, что да как. Аслан, как ты думаешь, кого из руководителей ФРФ мы увидим на суде в Гааге? Ну, Эд, я надеюсь, Путин с Патрушевым там должны быть точно, если они доживут до этого времени. Вот что для меня. Конечно же, и Бортников там должен сидеть, и Шойгу там должен сидеть, и много-много других товарищей. Но Гаага это так условно это, потому что суд будет не только в Гааге, или даже скорее не только, вообще не в Гааге он будет. Суд будет у вас в Америке, у нас в Германии, в Англии. Ну, по крайней мере, вот я слышу, что вот проводится такая работа. Проводится, например, Национальный суд Соединенных Штатов, Сенат принял такое решение, будут судить. Ну и готовятся, я вот отрывочные сведения я наблюдаю, что да, готовятся к очень серьезному суду, потому что их будет тысячи, если не десятки тысяч, кого будут судить. Так. Я всегда осторожно отношусь к любой пропаганде, неважно, чего это касается, религии, политики, поэтому фильтрую все, что слышу и вижу. По Корану и Сунне Докка имел право стать амиром и упразднить Ичкерию. Это делает сейчас каждый второй политический исламист. И они правы, причем каждый по-своему, как и сотни течений в исламе. Ибраим, Докка не был исламистом. Докка вообще не был исламистом. И это подтвердят люди, которые были вокруг него. И он не упразднил Ичкерию. Он не может упразднить Ичкерию. Просто у него нет таких возможностей, таких полномочий. Он не может ее упразднить. Он может только оставить этот пост и возглавить. Не надо вставать и переходить в другое место, как ты понимаешь. Он просто говорит, я снимаю с себя эту должность, все. И я возглавляю Имарат Кавказ. Вот что было. Не совершал он преступления. Никакого. Да, мне кажется, это было неверно. С одной стороны. С другой стороны, я не знаю, какие обстоятельства были перед ним, когда он принимал эти решения. Может быть, я принял бы такое же решение, несмотря на тот же результат, который я уже вижу, который Докка не мог видеть. Я бы, может быть, сейчас принял бы то же самое решение, если я
перед какими-то определенными обстоятельствами меня, если поставить. Иш дуал. Ас дюцер дорик цацум. Связива. Так. Док уна вар дюнал долш. Дер вар далаз ват обал дольчен. Не может человек дать торг. Я изначально говорил, что тот не так. Что-то не так. Сайна Ошк. Да. Ясно. Так, у Доки многих родных убили из-за его позиции. Да? Так. Пойдемте дальше. Никто не исламист, Астан. Я сам тебе его подтвержу, который с ним общался. Никто не был, но факт налицо. Ну, факт чего налицо? Я не понял. Он же не упразднил Ичкерию. Нету же документа, упраздняющего Ичкерию, правильно? Нету его заявления, что я отменяю Ичкерию. Даже если есть заявление, слова, хотя это президент, его слова имеют значение, но нету документа. Есть документ об упразднении Ичкерии? Нету. Нету. Если же, ладно, дивіться, довольствие, веру связи во виструющей. Так, помню, как Тузи в Грузии сидел, жевал бургер и размышлял о шариате. Мы должны доказать миру Божь. А сейчас, видите ли, демократ в Убах. Тумсо нам говорил, что Шмаков мой брат. Это серьезная заявка. Неужели этого недостаточно, чтобы понять, кто такой Тумсо? Так, ассаламу алейкум, с наступающим вас, Аслан. Такаев кровавый террорист. Человек с ником. Алейкум ассалам. Взаимно, взаимно, Такаев. Такаев кровавый террорист надо добавить, потому что просто Такаев, если сказать, то получится неправильно. Он провозгласил джихад Америки, Европы и Израилю с листа, который ему дали зачитать. Да, это было, Ибраим, это было, но он провозглашал его как представитель Эмирата Кавказ, если ты помнишь, а не как президент Ичкерии. Поговорим, Ибраим, свободнее поговорим. Всегда это потихоньку я сейчас выдам все. И нам с тобой уже говорить не о чем будет. Так. Всегда говорю, что суд Гааги не может быть решением, а только международный трибунал стран-победительниц. Пусть он будет в Лондоне или Америке. Место не важно. Да, Евгений, именно так. Лемос дешуё, бог кольту. Хау белбус, уа дешула. Чувен со лемос дешу. Хомилус викхат со лемос дешуац. Я целич, вот ирон. Так, но я сейчас не о Доке, я имел в виду Конституцию 2002 Корана Суна, поэтому закон Багдади был прав. Этому закону Багдади был прав. Но, Ибраим, в 2002 году это принимал не Дока, а Масхадов там решал, да? Так, ассаламу алейкум, людям доброй воли, все будет Ичкерия и Украина. Ва алейкум ассалам, Дима, витаю тебя, шалом. Шалом. Не в Америке, а Жмеринке. Что значит Жмеринка? Я думал, у тебя опечатка. Что значит Жмеринка? Ты болит. Да, модер есть тут. Да, все нормально. Салам алейкум ассалам. Так, друзья, ну, я думаю, пора закончить уже. 2 часа, вы, наверное, устали. Сколько у нас здесь на стриме? 180 и здесь 88. Ну, пока держитесь. Ну, давайте посидим чуть-чуть тогда. Шумасет. Айоль бюслер олвитбес. Шун ялсмани йохшуиз аслан. Хюг хирмаш бин холемаш дешваца. Сачу тат шаях киз ялсмани. Ашхимоли. Но чех мац холха мац
Нохчах. Нохчах. И Бог, куда ты? Брат, ты где живешь? Я в Германии живу. О, какой мне подарок пригнали. Спасибо, Баркал. Тимур, хауи. Аслан, не пропадай больше надолго. Абсолютно не пропаду, не волнуйтесь. И просто были очень важные обстоятельства. Большой проект, очень важный проект. ДРС Хуламзат. И я вынужден был просто на некоторое время... Жмеринка, точно, есть такой город в Украине, Винницкая область. Да. Евгений, дуже дякую. Поэтому не буду, галас, не пропадать, не буду, поверьте, буду почаще выходить в эфире, постараюсь каждый день, ну или через день. Так, дык, мы вообще не знаем, что там, кто принимал. Это не имеет для нас значения. У нас есть Конституция 92 года. Конституция у нас есть. Конечно же. Ладно, мы просто делились здесь каждый свое мнение. Если что, Саши, Куяти, Ибраем. Мнение бият свой яйцек. Итишаю. Уэркасту диш ду цан. Хуманты дахеш дох ждуй. أشعيك شدو قأسو مش душон ДРС хуйль قيت تعيي قي да невозможности. Аслан, один вопрос. Есть халцахиета хот цер мичеру сокотриш тарук цер. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Женевский борз. Аслан ночи махта стрим мацхирю. Может, я планировал воскресенье, посмотрим. По доброй воле Эрвал Кучур Ибн Чечня. Асланбек, все уже давно решено, говорит, поздний переселенец. По-моему, ты поздно переселился, поздний переселенец. Еще ничего не решено, Дио. Фридом, Чечня. Так, лучше через день, а то я вообще тогда спать не буду из-за твоих эфиров, которые не хочу пропускать. Договорились, малазны. Не договорились, я не знаю пока, посмотрим. Как получится, будет свободное время, буду заходить и проводить его. Ты можешь иногда пропускать его. Аса хаймельол кайли гуч маяк дог духа тишо иши гал лардила дал мула мустан дал мула иштатца тишон со дадой ларшунец иштатца тишон. Вам точно не решить, а так все решено, говорит Сергей Бабушкин. Сергей Бабушкин, знаете, террорист Владимир Путин тоже утверждал, что он за 3 дня возьмет. А видите, вот оно как повернулось. Ничего не решено. Ничего. Аслан, ты больше не закаем? Нет, я и не был с ним. Я просто пытался поддержать и хотел раскачать эту кашу, и в эту трясину, в которой мы находились. Немножко мне удалось, немножко я сделал свой вклад. И все, на этом вопрос, закрыт ли он. Закаем. Я это уже 100 раз говорил, 1000 раз говорил. Аслан, больше не давай Ури модерство. Почему, Феникс? Бюстик хил масера хайвел лорс. Аслан бюстела. Масера вел бюстела. Так. Аслан ахалх ши чувахки цац вистхульш хастрим маюр нохчимата. Ишник хирю дал мула, Женевский борс дал мула. Путин не говорил такой за 3 дня приход Дью. Не говори, что не было. Ай, дадал, поздний переселенец. Как же не говорил? Он не говорил, он вообще не говорил, что он воевать идет. Он просто там нацистов, которых сами они культивировали, в том числе, да, там были свои настоящие, и как ваххабистов у нас там же культивировали таких. Поэтому планы были такие, у них форма была парадная и так далее. Поздний переселенец. Ты тем самым выдаешь свой берег, на котором ты находишься. Неужели ты с русского берега?
Слава Аслан, Боже, храни ас. Хот сахиля ас на 100%. Док дюллар дарун за последней надежд. Ховонса. Allah del si doila. Der is huilon. Dog dil megardetson. Solah visa so bertal вода ункар وحير ولا dog dil мегждетсон. Ни в коем случае, ежери, док дюльш датсон вообще. Пока не признал поражение, ты не проиграл уж сам. Вей, признаться, дой, все, вей, ишлуш датсон. Видишь что? Так что вот так вот, да, мула. سؤال روش واتشون دال مؤلا تاشي كوياتشون وي طولم وي باقر وي قارتة ديل شانه نو أبوشنا مستان سقيتون هم بقدك ديزي قيوق عتنا وستو إنا وستون تسويز ناري قيوق أقول قلبوا نوخشي قومه دوك دال وجي توالي رقصوا النوخش دين عيش ده بيخ ما بلشت ألر دتو قار وقتين دول كرتين دوي سديخ إنر بولقان بالنخ أس أتسلوش بقلوش تنخ يج لا تو قليل يهوش ديل شيد وعلى سوجيز قحوكشنا بقرب بوش قار سون دينك دريت سوانا شيلخي توق تي نشت движение ديون бывает такое, но ничего, Дион, ничего. Санкент, эзер скент махбуй, эзер бай эзери. Allah reis khul tuna masserna shun masserna de reis khul. As qutwa ta olsh ta as kuralin. Ya as ta servel ya sekta hum düç yuqi welchun rast el ta tsatosh sumala sun qintir dol nochche. Yjeri vejeri masserga boshun. سوتحنا سكن غوبا بأر والواتشون والله واتق تحنين برت بوبا أر ولا وات زي واسي أر ولا وات سو تحجم ملوك غدلور داتر تيش الأر ولو وات إفسوا قلت أدعي زيو أسو سيستريم شون ديريس خل مسانا Всего самого хорошего, друзья. На этом я свой стрим заканчиваю. Всего самого хорошего. Завтра, вернее, послезавтра, скорее всего, увидите по анонсам в ТикТоке в 9 часов по Берлину. Сейчас 23:13 в Берлине, чтобы если кто смотрит нас из Украины, в Чеченской Республике, тоже должны понимать, что 23 сейчас, значит, час ночи в Чечне, 2 часа разница. Ну, как-то так, друзья, как-то так. Масана Гульдереза Варкала. Всего самого хорошего, друзья. Спокойной ночи. Бункер чурядва. Бункер еларвайшине, Ибраим. Бюзде алюэль. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Ади кёль маш оль бюзде алюэль. До свидания, друзья. Так, выключаем здесь. Так, тут зависло. Нет, не зависло. Выключаем здесь. Так, выключилось. Все. Масана хуль хамза дерес хуль маш оль ади кёль бюс де галёль вежери. Все будет Ичкерия.